Ассаламу алейкум, добро пожаловать на канал Даймок Онлайн. Об этом магазине слышал буквально каждый парень нашей республики. Его владелец за короткие сроки смог добиться больших успехов в своем деле. Но немногие знают, через какие трудности ему пришлось пройти. Чтобы узнать обо всем поподробнее, сегодня мы заглянем за ширму и выясним, в чем кроется секрет успеха King's Name. Сколько ты зарабатываешь? Я такой, ух ты, работает. Чаксел. Около юсунты стрелок шайерза, конечно. Биоядерный вопрос. Снимайте шумность. Отличный вопрос, замечательный вопрос. Следующий вопрос. Меня зовут Амаев Мансур, я владелец бренда King's Name. Это мы занимаемся классической одеждой, мы производители. То есть 85% в нашем бизнесе это наше производство, это обувь, это галстуки, это костюмы, это пальто, это рубашки, брюки. Ну, то почти, мы пытаемся выйти до 100%. Это сложно, но затратно, но к этому мы идем. Когда только появилась идея открыть какой-то бизнес, думал ли, что разрастешься до таких размеров? Конечно. А смысл было бы открываться, если ты не думаешь? Я тебе более чего скажу. Мы вначале, когда только открывались, я сразу же говорил для себя, у меня будет сеть магазинов, у меня будет сеть магазинов. Стабильно я это говорил для себя, внушал каждый раз. Это аффирмация, ты делаешь так, чтобы внушая себе, потому что по-другому быть не может. Ты берешь, сжигаешь себе мосты, тебе некуда идти, и вот момент ты просто прешь, идешь дальше. Поэтому думал ли я об этом, я знал. Как Джефф Безос, мне понравилась его фраза, когда он в 2020 году отчетность свою показывал за первый квартал, он говорит, там у него огромный потолок был, он какой-то новый рекорд сделал, и он говорит, меня это не удивляет, я 2018 этого задумал. Просто планирование сделал правильно, к этому времени просто пришло, все, план выполнен. Вот сейчас мы такого метода, наша компания придерживается, мы ставим планы на фоне прошлых годов, и за счет этого мы видим свой рост. Да, удачи тебе в реализации твоих еще больших успехов. Что самое сложное вообще, по твоему мнению, в бизнесе? Вот стадия планирования, допустим, ты только начал бизнес, вот в этот момент, что самое сложное вообще? Вообще, любой человек, который идет в бизнес, чтобы заниматься именно предпринимательской деятельностью, я могу сказать, все. Нету ничего легкого в бизнесе. На сегодняшний день очень модно быть предпринимателем. Да. Но понятие предприниматель, кто он является, что за ним стоит, это огромный титанический труд твоей работы, твоей команды. И бизнесмен, предприниматель, это и уборщик, это и человек, который складывает, раскладку делает товара, человек, который продает, человек, который делает маркетинг, человек, который посты выкладывает, который снимается, которому нужно на улице дерево срубит, мусор выкинуть. Вот настоящий бизнесмен, человек, который не считает, что это будет как-то зазорно ему сделать. Я помню, по сей день я это делаю. Если я вижу где-то пыль, если я вижу где-то грязь, я начинаю это убирать. Потому что никто не будет париться о моем бизнесе так, как я. Это детище. Поэтому, если что сложно, с самого начала все сложно. А если конкретно, что самое сложное в бизнесе, это поверить в себя. То есть вот реально верить в себя, в свою цель, в свою мечту, это реально сложно. Твои близкие будут говорить, да ладно, что ты паришься, ты и так хорошо сидишь. Каждый второй тебе будет это говорить. Поэтому сложно именно удержать вот эту веру в себя. Реально очень сложно. Да, конечно. У всех ситуация разная. Кто-то говорит, что ему нужно на месте не стоять, максимально двигаться куда-то, чтобы заработать хоть какую-то копейку. У кого нет вложиться куда-то в бизнес, ему нужен какой-то капитал начальный. Но я хочу спросить, ты мою историю знаешь? Частично. С какой капитал у меня был? Не знаешь, да? Ну хорошо, смотри, ничего страшного. Я еще постепенно по себе медийном пространстве буду больше и больше себе показывать. Я знаю, я смотрел интервью с тобой, я знаю, был момент,
где ты сказал, что закупаешь там, что ты купил? Ты один костюм купил, и продавал его у себя, находясь на работе. Ты выбегал и передавал пакет, и опять возвращался на работу. Я помню этот... Как бы технически, теперь я интервью у тебя. Да, ты все перевел стрелки. Смотри, начальный капитал, то, что у меня был, это 70 тысяч рублей. Понимаешь ты? Мой телефон стоит дороже 70 тысяч рублей. Да. И вот из этих 70 тысяч рублей, вот все, что ты сейчас видишь здесь, создано из 70 тысяч рублей. Понимаешь? То есть ни одна копейка со стороны инвестиций, денег моих родителей, поддержки какого-то человека сверху, ничего нет. Вот 70 тысяч рублей. Возвращаясь к вопросу твоему, если ребята спрашивают, вот у них нету капитала, ребят, 70 тысяч рублей это небольшие деньги, результат примерно, чтобы ты понимал, ты сейчас сидишь на 14 тысяч. То есть это я просто скажу, я знаю каждый рубль, за что я потратил. Да, вот 14 тысяч рублей эти кресла, вон тот стол 50 тысяч рублей, вот те кресла по 12 тысяч рублей. Я за каждый знаю, потому что я их создавал из 70 тысяч рублей. К чему я веду? Уберите вот это мышление о том, что нужны вообще деньги для начала что-то создать. Для того, чтобы что-то создать, понятие вот вообще, хорошо, да, вот вопрос, создать бизнес. Для того, чтобы создать бизнес, что нужно в твоем мышлении? Вот, сколько денег нужно? Сколько денег, это вообще зависит от самого бизнеса, что ты хочешь вообще начать. Но тебе нужно сначала что-то купить, а потом придумать, как поднять этому цену и самому кому-то продать. Ну, а если у тебя денег нет, чтобы купить? Вот в таком случае я поэтому и спрашиваю тебя. Ну просто вот я хочу услышать просто, у тебя тоже такое же мышление. Не надо ничего покупать. На тебе изики. Магазинов очень много, которые их продают. Да. Берешь, договариваешься со всеми магазинами, допустим, даже в республике. Берешь 5-10 магазинов. Говоришь, можно я буду продавать ваш товар? Вам сколько нужна сумма за эту обувь? Они скажут 6 тысяч, допустим. Хорошо. Какую скидку вы можете мне сделать? 500 рублей, 5500. Можно я ваш контент возьму, эти фотографии у себя выложу, буду продавать, если я продам, я вам деньги отдам, вам надо будет доставить это. Замечательно, любой бизнесмен бы рад был тому, чтобы продать его товар, неважно через кого. И в этот момент ты не тратишь ничего, тебе нужна коммуникация с человеком, рассказал, нет, Мансур, я хочу продавать эти костюмы или вот эти кеды, у себя на своей странице можно? Ради бога, продавай. Просто не испорти единственный бренд и дальше продавай. Так сколько ты потратил денег на все и про все? И у тебя целая лента всего товара. Ты максимум, за что потратишь, это на таргетированную рекламу. И то ее не обязательно делать. А знаешь, как все легко делать? Берешь, заходишь на конкурентов, берешь их подписки, всех лайкаешь, после этого всех комментируешь, после этого не отстаешь, все сторисы смотришь, и после они замечают тебя. Ты думаешь, вначале, что мы делали? Я целыми днями с телефона не вылазил, я лайкал каждого, я просто уже из телефона не мог вылезть, потому что на каждого конкурента захожу, смотрю на его подписчиков, значит, это аудитория, которая уже следит, интересуется товаром, и ты каждого лайкаешь, комментируешь, о себе напоминаешь. Они приходят на твою страницу, у тебя страница красивая, они интересуются, вот типа потенциальные клиенты. И потом, когда у тебя товар появляется, все, ты продаешь. Поэтому не нужно ни одного рубля, нужны мозги для того, чтобы создать бизнес. Дарья, ты прям очень хорошо ответил на этот вопрос, максимально развернуто. Почти в каждом бизнесе есть сезон. Есть такое понятие сезон, допустим, продавец кондиционеров, у них летом просто бабки девать некуда, а в остальные сезоны у них почти нет прибыли. Есть вот в этом бизнесе сезон, понятие такое, как сезон? Мне одна фраза понравилась одного человека, он реально сильный бизнесмен, он даже не с этой страны. Нету плохих месяцев, есть плохие работники. Ты можешь сезон просто... Да, естественно, коэффициент сезонности, он влияет на продажи, увеличение. Где-то пик, где-то нет. Но нет такого, что ты в ноль упал. Ты можешь эти же кондиционеры в 2 раза дешевле продать и сделать такие бешеные рекламы для того, чтобы зимой их продать, потому что и показать, насколько надобно это человеку и насколько он сэкономит, ценность в чем будет его. Поэтому в этом бизнесе, да, естественно, есть сезонность, но нет определенного сезона. Свадьбы всегда, госслужба всегда, работа всегда, учеба, школа, университеты всегда. Просто в какой-то момент школа взлет, свадьбы меньше, в какой-то момент наоборот. И вот это коэффициент сезонности называется. Именно по этому коэффициенту мы ставим себе план продаж на целый год. Но при всем при этом нет плохих месяцев, есть плохие работники. Очень это важно.
И отмазываться и говорить, что о, у нас площадь, это у нас не сезонный месяц, это ты сам себе отмазку ищешь. Я терпеть не могу такие моменты. Я всегда каждый раз на совещании собираю ребят, я говорю, почему у нас сегодня продажи упали? Ну вот это, я говорю, что за отмазки? Я говорю, давайте встали, думаем, теперь сейчас мозговой штурм, начинаем пахать, начинаем думать, что мы будем делать. И потом появляется целый план действий для того, чтобы прийти к плану продаж. Поэтому фраза «нет плохих месяцев, есть плохие продажники» – это прям хорошая фраза, мне кажется, она работает. Я надеюсь, что у тебя таких проблем не будет, учитывая то, что ты совсем недавно хвалил своего продавца. Он молодец, он делает. Он сегодня молодец, завтра может халтурить. А знаешь, как халтурит? Когда они деньги свои заработали, потом потратили, потом голодными становятся и срочно нужно заработать. Вот тогда они начинают работать. Мотивация. Да, мотивация прям выжить просто конкретно. А так, на самом-то деле, моя команда это просто нечто, потому что без этих ребят всего этого не было бы. Может, такой неудобный вопрос, но вообще какая в среднем выручка в день бывает? Ну, не в день, хотя бы в неделю вот так. Ну, он прям очень неудобный. Мы вообще обычно, это коммерческая тайна, которую мы вообще не оглашаем о цифрах. Но есть месяца, где очень слабо, есть месяца, где мы можем заработать, точнее, есть день, где мы можем заработать 0. А, нет, вру. У нас же 0 не было. У нас было 2-3 тысячи, да, в день? Как минимум. Как минимум, да, 2-3 тысячи мы в день зарабатывали. И мы понимали, что это очень слабо, то есть потому что бутик, аренду этого помещения снимать, это очень дорогостоящая услуга. Вести за собой 15 работников, это дорогостоящая услуга. Заказывать товар огромную партиями, это очень дорого. И когда у тебя идет вот такое, то есть 2-3 тысячи в день, в этот момент у тебя паника. И в этот момент ты идешь совещание, так, в чем проблема? И начинаем пахать. Поднимаешь мотивацию. В плане, да, подъема, в плане каких сумм мы вообще делаем оборотку, но это уже коммерческая тайна, мы об этом просто даже не оглашаем. Допустим, выберем пару костюмов, вот этот и этот. Сколько вообще, какая цена, допустим, вот на этот костюм? 28. 28 тысяч, да? Да. А допустим, вот такой костюм? 30. А в чем разница между ними вообще? Ткань и пошив. Любое ценообразование любого товара идет от ткани и пошива. А в стамбульским фабрикам все равно шить, то есть неважно. Их рабочий труд, он сдельный, то есть он оплачивается определенно. Ты должен пошить 100 костюмов сегодня, неважно каких. Но разница в том, что какой материал. Материал это дорогой, покупаешь дорогую ткань, и также просишь пошив сделать, улучшить. И вот за счет пошива и ткани цена меняется. Ты сказал 30 тысяч только что за костюм. Это цена за тройку или вообще да, в принципе все? Тройку. Только за тройку, да? Ну, есть костюмы у нас, которые за 30 можно и полностью, в принципе, и обувь, и костюм, и рубашку, и галстук, и аксессуары взять. Они в том зале у нас представлены. Просто здесь, в этом зале, ткани дороже. И когда мы закончим интервью, я тебе покажу разницу между тем, почему костюм один 30 стоит, а другой 18. Вот разницу поймешь. Посмотри, вот тут, допустим, подшиты вот эти части, да? То есть аккуратно, более как под индивидуальный пошив, а здесь работа именно фабрики самой видна. Теперь, если мы посмотрим на внутреннюю часть, то во внутренней части ты увидишь 2 подкладочные ткани используются. Вот, видишь, 1 и 2. А здесь уже используется 3. 1, 2, 3. Видишь, то есть на это ты уже деньги тратишь. Теперь, если мы просмотрим с тобой жилет, вот здесь. Посмотри, жилет из ткани используется, правильно? А здесь посмотри, из атласа. То есть все зависит от того, как ты вообще пошьешь этот костюм. За счет этого ценообразование меняется. В процентах как окупается, допустим, зарплата сотрудникам, аренда помещения, как ты говорил, закупка материалов? Вообще бизнес костюмов, именно бизнес классики, понятие классика, это у человека становится сразу понятие дорого, то есть именно классика. Потому что вообще сам по себе продукт дорогой. И по продаже в розницу, и по продаже опт, вообще костюмы это дорогостоящая услуга в сравнении с джинсами или просто рубашками. Мои работники зарабатывают в месяц в процентном соотношении. То есть они могут, вот допустим, вот у меня работник, он может в месяц заработать 80 тысяч, 110 тысяч, а может заработать 7 тысяч. Каким образом это получается? Сколько поработал, да, столько и заработал. Если он будет плохо работать, будет плохо продавать, он не заработает. У нас система оплаты труда, она настроена таким образом, что есть люди, которые отвечают за продажи,
да, это у нас 4 человека. Есть люди, которые отвечают за контент. Тут контент уже надо платить отдельную зарплату. Он чисто контентом занимается. Тогда у него чисто оклад. Есть управляющий, чтобы продажи не делал, он делает чисто оклад. Есть Инстаграм, кто ведет, у него тоже оклад. Есть ателье, у них уже процент, потому что от того, что сколько продаст работник офлайн менеджер, от этого зависит, сколько заработает и офлайн ателье девочки. Поэтому все взаимосвязано. То есть здесь нету ни одной единицы в работе нашей, который, если, как вот часа, да, вот шестигранник, вот если вот как механизм один не работает, все часы не работают, вот просто сразу же автомат, и это чувствуется на всех, спад у всех. Поэтому они настолько взаимосвязаны, и это хорошо, чтобы поставить таким образом, что если кто-то плохо работает, другая команда, часть начнет его ругать, почему ты плохо работаешь. Поэтому они начинают пахать, потому что ответственность, чувство ответственности у них есть за других. Вот как ты думаешь, когда уже все остальные предприниматели поймут, что вот эта вот система, она максимально приближена к идеалу? Просто элементарное правило, секрет. Хочешь зарабатывать много, трать много. Готовь тратиться, вытаскивать деньги из своего кармана для своих работников. Если работники почувствуют заботу о том, что ты заботишься о них, они просто все сделают для того, чтобы заботиться о тебе и о твоем бизнесе. Да. Поэтому на сегодняшний день сейчас я могу смело неделями здесь не появляться, но мои ребята будут работать. И в итоге я под вечер получаю просто отчет от управляющего, выручку за сегодня, сколько людей пришло, сколько обслужили, сколько по Сбербанку оплатили, сколько получили за наличку, сколько, почему не пришли, другие не купили, на что мы потрачено. Я просто электронно все это получаю и могу контролировать это, поставив камеры, проверяя это. И я уверен, что над своими работниками надо работать. Это они сейчас чувствуют, допустим, мои работники, они чувствуют, что они все знают. Они пришли, они ничего не знали. Как и я, в принципе, вначале тоже не знал. Потом ты берешь, взращиваешь из этого человека себе профессионала. И в итоге он так все это круто делает, и ему кажется, что он всегда это умел. Вот это и есть профессионализм, когда ты все тяжелое делаешь настолько легко. Вот, поэтому к этому надо приходить. Система правильная, мотивация сотрудников – это очень важная часть для того, чтобы росла твоя компания. Без этого никак. Дорогие предприниматели, бизнесмены, люди, которые сейчас работают, постарайтесь не обижать своих работников. Вот реально, не обижайте их. Если вы их обижать не будете, они для вас будут все стараться делать. Но главное, чтобы на шею не садились. Что из этого ты заказываешь, что из этого шили именно в твоем ателье? Ателье здесь в основном у нас делает корректировки по фигуре. То есть, допустим, приходит клиент, скажем, ты захотел костюм. У тебя стандартные антропогенные данные, где-то размер 52 по росту, 7 рост у тебя, чтобы длинные руки, чтобы у тебя нормально смотрелось. Но при всем при этом у тебя широкие брюки, потому что они делают по стандарту. Делают от 18 до 22 сантиметров. А ты носишь, вот если посмотреть на твои брюки, около 17 сантиметров, то есть приталенность. Для того, чтобы это сделать, чуть больше, ну вот, для того, чтобы это сделать, чтобы ты не шел в другое место, чтобы тебе было удобно, как услуга, мы предоставляем ателье. То есть в основном ателье делает корректировки по твоей фигуре. Да. А теперь вопрос по индивидуальному пошиву. Скажем так, ты хочешь костюм. Мы тебе предоставляем в нашем магазине около более 150 вариантов разнообразных костюмов. Но если ты уже из этого не знаешь выбрать что, когда не знаешь, мы можем тебе сделать индивидуально. Но индивидуально у тебя обойдется примерно как минимум, если это образ, допустим, 28 тысяч стоит, в 3 раза дороже. В 3 раза дороже, потому что на тебя целый месяц придется тратить работникам, чисто работать под тебя. Поэтому есть ли смысл, я здесь обычно людям не вижу. Индивидуальный пошив нужен только тем, кто готов долго ждать, готов оплатить и готов не париться, и вот хочет вот что-то оригинальное под себя. В принципе, наши костюмы, они оригинальные, но они не индивидуальные пошив, это один костюм. А мы здесь делаем линейку от 46 до 58 размера. 6-7 костюмов. Но они не повторяются. Пытаемся не повторять. Ткани могут повторяться, но сам по себе костюм, там либо он на двух пуговицах, либо на одной, либо жилетка будет другая, либо там пиджак с лацканами широкие, это вот боковые штучки, широкие или более тонкие. То есть мы как-то пытаемся каждый раз менять, чтобы наши клиенты как инкубаторы не были на разных мероприятиях, для нас это очень важно. А отшиваемся мы в Стамбуле, на фабриках, с которыми у нас подписаны договора. А здесь в ателье мы корректируем по фигуре, и если нужно, мы делаем еще индивидуальный пошив. Вот как, допустим, начинающему какому-то бизнесмену, предпринимателю
найти подходящих поставщиков, с которыми ему будет удобно? Вообще, как вообще происходит процесс поиска? Вообще, одно из самых, ранний вопрос у тебя был, один из самых сложных моментов, что для бизнеса, да? Все я сказал, но один из таких вопросов действительно сложных – это найти поставщика, потому что поставщик честный, который тебя не обманет, это найти очень сложно. 4 года я ходил по Стамбулу, 4 года я искал нормального поставщика. В итоге мы остановились из фабрик, которые, допустим, по количеству 9-10 фабрик, мы остановились на 2-3. Очень много людей кидало, очень много мы на бабки залетали, очень много товара неправильно нам отшивали. Такое всегда бывает. Но мы же не будем говорить это в Инстаграме, и людям, о, нас так кинули. Никому это не интересно. Людям нужен итог, хороший продукт. Вот к чему мы идем. Поэтому поставщиков найти тяжело. А особенно, чтобы поставщики были честные, справедливые, шли тебе навстречу. И кроме того, что искать, и чтобы это было не одинаково, так сразу не бывает такого золотой волшебной палочки. Вот туда пойди и сделай. Если это было бы так, то все были бы бизнесменами, все пошли бы это делать, и все бы этих поставщиков бы искали бы и делали бы там всем работу. Поэтому надо искать. Вот мне пришлось потратить почти более 4 лет для этого. Как ты сам говорил, что все, что ты заработал, ты должен назад вкладывать в этот бизнес, чтобы он еще больше разрастался. Но в какой момент ты уже, или достигли ты этого момента, что ты можешь потратить какой-то процент уже на себя? Обычно по стандарту полгода-год говорят, да, но у меня, вот когда я начал реально на себя тратить, через 2,5 года я начал на себя реально тратить. То есть я мог себе уже позволить то, чего себе давно не позволял. Допустим, телефон купить я не позволял себе, потому что я не видел. Лучше я потрачу эти 100 тысяч на свой товар, который реализую его, продам и заработаю больше, чем купить телефон. А сейчас появилась потребность такая, хочу новый телефон для того, чтобы круче снимал, потому что я в медиапространстве, мне надо бывает, чтобы смотрелось, это и, помимо того, что и статусная вещь, но и хорошая вещь, реально, действительно снимает хорошо. И вот где-то 2-2,5 года я начал на себя уже, мог как-то вытаскивать деньги уже на себя. Как не прогореть вообще? Как ты находишь вдохновение? Я знаю, что ты ездишь на Эльбрус, отдыхаешь там, ищешь себе вдохновение, после этого возвращаешься, начинаешь работать. Вообще есть еще какие-то отдыхи у тебя помимо этого, чтобы освежить голову? У каждого человека должно быть, назовем так, место силы, да, где он может успокоиться, не думать о работе и мозги свои очистить. У меня это, да, Эльбрус, вообще горы. Для меня это так, в основном Эльбрус. Я помню, когда мы только начинали этот бизнес, я только, когда закупил первые 3 серии костюмов и предлагал их на работе, это время, как раз это было ноябрь, конец ноября, и декабрь. Вот декабрь заканчивался, я еще месяц ходил по кабинетам, и в январе, в начале, у нас выходные были на госслужбе, и можно было выехать. И мы с ребятами, с кем я работал, выехали туда. И вот представь себе, по сути, я вообще, по сути, только начинающий бизнесмен, вообще ничего понятия бизнеса не имею, я еще работаю, я еще конкретно уже 7 лет в госслужбе, я такой, все, я уже укоренился полностью. И тут ты едешь и представляешь свою там жизнь в горах, когда ты один, сам с собой, совершенно по-другому. То есть ты даже не стесняешься думать и мечтать об этом. И в этот момент, когда ты мечтаешь, вот что-то в тебе приходит, какой-то поток сил, чего-то такого, что, а это возможно все. Вот, все это возможно. И вот я мечтаю о магазине. И через полгода у меня магазин. Я такой, ух ты, работает. Срочно жду следующего Эльбруса, еду на Эльбрус. Это я не про это говорю, про другой. Еду туда, думаю о магазине стеклянном, 2-этажном. Через полгода у меня стеклянный 2-этажный. Срочно надо следующего ехать. То есть ты реально, ты не понимаешь, как это так, да, с халовым, если ты, когда ты стараешься. И ты, это как-то, я не могу понять, из-за чего это. Но это приходит, когда ты это все представляешь у себя в голове, когда ты ставишь цель. Где я еще отдыхаю? Для меня горы – это первостепенная очередь. Второе – это выезд вообще в другие города, когда ты просто кругозор свой меняешь, что не все зациклено здесь, не только на этом. Мир огромный. И ты когда видишь это, когда ты летаешь, ты видишь это все, ты тогда понимаешь, насколько все круто, и насколько много моментов можно здесь у нас открыть.
И если мы говорим еще о каких местах, где я отдыхаю, это тренировки, фитнес-зал. Утром с 6:30 я просыпаюсь, в 7 я уже привожу себя в порядок, в 8 я на тренировке, до 10:30 я на тренировке. За этот период 2 часа примерно я занимаюсь, я себя ощущаю хорошо, и в этот момент у меня мозги не забиты головой о работе вообще. Вот я в этот момент тренировки и плюс настольный теннис. Я люблю настольный теннис поиграть. Он помогает тебе быстро с координацией, скоростью принятия решений. Да, это я в теннисе ты принимаешь быстро решения, да, то же самое, что и в бизнесе. И поэтому я вот спортом я отдыхаю, не физически, но морально. Эльбрус такой, тоже отдыхаю, не физически, но морально я отдыхаю. Для меня вот это вот, я не могу лежать просто на пляже и кайфовать от солнца, не могу, надо что-то делать, вот вечно что-то делать. Вот от вечного движения я кайфую. Насчет тенниса тоже соглашусь. У нас на работе есть теннисный стол, и просто каждый ужин выходим, играем. Сколько просто кидаете в партии, вы играете? Да? Мы до 11 играем, да. Сколько по подаче? Сколько по подаче? По 5? По 5 подач мы играем. Топ-спин умеешь делать? Нет. Мы так любители. Ты ходи, где мы тренируемся, вообще ты поймешь, мы помешаны. Вот на что я могу себе потратить, да, допустим? Я могу потратить на теннисную ракетку, которая стоит, ракетка, 10 тысяч рублей, и накладки стоят по 7 тысяч рублей. Вот если подумать, я дурак, чтобы тратить столько денег, да, на эту ракетку, ну, я бы подумал, да, для меня. Ну, хорошо. К примеру, допустим, ты увлекаешься, скажем так, пусть играми, да, ну, разными, да, GTA, я не знаю, Warface, что угодно. Ты покупаешь там оружие, ты покупаешь и идешь 1000 рублей, 2000 рублей, и как бы и тратишь на это. По сути, это тебе пользу никакую не приносит физическую, ты просто рубишься. А я приношу пользу, я от этого кайфую. То есть теннисист без своей ракетки, как будто на дуэли без пистолета, понимаешь ты? А у нас там прям соревнования, прям большие соревнования. По республике, с Кавказа приезжают там люди. То есть это не просто игра, это прям реально. Я тренеру плачу 5000 рублей, тренируюсь по 2 часа каждый день. То есть настолько я помешан. То есть мне нравится этот вид спорта, я кайфую этот вид спорта, поэтому я и на этот вид спорта трачусь. Но он мне отдает больше, потому что я чувствую себя лучше, у меня скорость мышления быстрее увеличивается, и я кайфую от этого, да. Ты такой человек, что погружаешься во все с головой полностью. Я не представляю, реально полностью. Пару лет назад, по-моему, в интервью ты говорил, что еще ближе к началу своего бизнеса тебе пришел человек купить костюм, и он хотел его носить с футболкой. Ты говорил, что ему не продал этот костюм. С тех пор изменились ли твои мысли, допустим? Принципы, да? Нет. Нет? Наоборот, жестче стали. То есть есть понятие классика, как классика должна быть. Ну, то есть правильная классика. Есть понятие casual стиля. Есть комбинации, есть полоски, есть однотонные, есть текстурные, есть много всего. Но человек хочет максимально классический костюм, максимально строгий. Вот ты сейчас представь взрослого мужика, и он хочет просто на футболку. Причем футболка, которая образ весь теряет полностью костюм. То есть твой продукт, который ты очень сильно любишь, создаешь его. И человек берет, обесценивает твой продукт. Он готов заплатить 20-25 тысяч рублей за этот продукт, но готов его просто не уважать, не любить, лишь бы купить. Типа, у меня деньги есть, я готов что угодно взять, что хочу с ним делать. Так, это твое детище, ты его любишь, ты его уважаешь, ты его взращиваешь. И приходит человек с деньгами, который я хочу купить. Ты имеешь право не продавать ему, если он не собирается правильно носить его. Миссия нашей компании, именно чеченская компания, здесь в республике, если ты заметишь, вон там написано: возрождение чеченской аристократии нашей молодежи. А это подразумевает в себе правильное ношение. Если мы хотя бы на начальном этапе, на этапе, по крайней мере, фэшн-индустрии, одевая клиента, объясним ему, как правильно носить, что с чем надо носить, и чтобы ты не выглядел как колхозник, и когда ты куда-то выйдешь за пределы, чтобы ты выглядел вау, от твоего внешнего вида, как бы мы ни говорили, от внешнего вида встречают по одежке всегда. Да, конечно. И чеченцы могут думать совершенно по-другому, если он внешне будет четко выглядеть. И чтобы не было мысли, он как колхозник. Обычно то стереотип у всех, да, если один какой-то испортит, да, вот имя нации, вот один урод бывает, появляется, и он полностью имя портит. А есть же замечательные люди, которые пытаются это исправить. Так вот, мы как раз пытаемся это исправить
И на начальном этапе, по крайней мере, вот человек говорит, я еду в Москву, у меня какое-то выступление, я должен выступить, что такое. Я хочу вот так одеться. Он одевает белые носки, одевает колхозную рубашку, приходит к нам и говорит, я хочу вот так выглядеть. Чуть ли не в красных мокасинах. Нет, да, я говорю, брат, нет, давай мы тебе покажем, как правильно носить. И потом этот человек нам благодарен и пишет нам, вот спасибо, что вы мне правильно это сделали, потому что я не знал, как это делать правильно. Поэтому мы пытаемся это изменить. Вот этот человек, который был, мы ему не продали. Вот и все, мы не продали. Мы продали этот костюм человеку, кто будет ценить этот костюм. Один довольный клиент приводит 7, один недовольный забирает 14. Да, если конечно. Этот человек пришел бы, нам сделал бы антирекламу, он забрал бы автоматом 14. К чему вообще был этот вопрос? Я просто в недавних интервью разных видел, что ты в футболке и поверх костюма, но это уже совсем другой стиль получается, это да? Стилистика другая. Это стилистика. Допустим, на мне есть костюм, на мне, ты опять же должен понять, есть максимально стопроцентная шерсть и классический костюм, с которым только рубашка должна быть обязательно. Строгий костюм, да. И на нем должны быть не мокасины, не лоферы, а туфли Оксфорды. Строгая стилистика, это взрослая, строгая стилистика, она по-другому там просто бессмысленно либо это все одевать. Даже эти брюки строго надо носить, обязательно стрелка должна быть, там по-другому не носишь. А я, который подбираю стилистику, это у меня casual, более уличный формат, где я могу комбинации это делать. Если это было непозволительно было бы с этим образом, я бы себе это не позволял бы. То есть есть определенные правила, которые ты должен соблюдать. Благодаря этим правилам ты можешь красиво выглядеть. Один вопрос мне задавал. У нас очень много есть моментов, типа мы видим твои плакаты на улице. Я в один день потратил более 300 тысяч рублей на рекламу, на рекламную акцию, и везде плакаты были, фотография, костюм бесплатный или костюм рассрочка. И он такой, Мансур, и вот вопрос его, Мансур, вот мы видели очень много реклам твоих с твоим лицом, реально очень крутые рекламы. Но не кажется ли тебе это самолюбованием? Я такой, отличный вопрос, замечательный вопрос. Я говорю, следующий вопрос. Я ему пояснил о том, что нужно за брендом должно быть лицо. Люди доверять должны. Если ко мне уже приходите сюда, то есть вы уже знаете меня, понимаешь ты? Зная, какой человек. А если я был бы серым кардиналом, хотя не то есть, да, он что-то делает, но когда есть за брендом человек и он показывает себя, тогда доверие и лояльность больше. Да, больше доверия. Я слышал, вообще открыли франшизу в другом городе. Как вам вообще это удалось, как это все происходило? Вот тема франшизы меня прям очень давно мучила, потому что я хотел открыть бизнес в других регионах. Очень много хотел в других регионах, в других точках, мегаполисах открывать такой же бизнес, что и здесь у нас. А вот типа ты говоришь, вот у вас успех, и типа ты думал об этом? Да. Так, у меня цель поставлена с самого начала: сеть магазинов Kingsname по России минимум. Сеть магазинов. Но для того, чтобы это сделать, этапы должны быть определенные, то есть сразу все не делается, да? Ты открываешь Kingsman 95, показываешь фотографии красивые, люди не доверяют, то есть люди начинают доверять, республика доверяет, потом 95 убираешь, люди за пределы республики начинают доверять и заказы делать. Потом тебе надо убрать свое имя, зарегистрировать, чтобы франшизу упаковывать, Kingsname переименовываешь. Потом постепенно ты, для того, чтобы уверенные люди были, открываешь в Москве люди тебя видят, многими блогерами коллаборации делаешь. После этого ты работаешь вовсю, создаешь франшизу и продаешь в центре Северного Кавказа, в городе Пятигорск. Теперь у нас бутик здесь. Мы открывались в Москве, центр России, и центре Северного Кавказа. То есть, ты понимаешь, уже люди, кто хотят купить нашу франшизу, я сделал все шаги для того, чтобы люди мне доверяли максимально. Поэтому франшиза прородана туда, она у нас успешная, алхамдулилlah. Мы за первый месяц сделали огромную оборотку. Это очень круто, потому что для начального бизнеса сделать оборотку, я не буду о цифрах говорить, но факт в том, что мой партнер доволен, и мы довольны. Мы просто в шоке. Чтобы ты понимал, я к этой оборотке шел 8 месяцев от создания бизнеса. Он за 1 месяц сделал. Вот что означает франшиза. Готовый бизнес на блюдечке. И очень круто то, что знаковое для нас. Я всегда хотел оставить имя свое, да? Но, по крайней мере, в мире бизнеса я уже оставил свое имя, потому что я один из первых в республике, кто продал франшизу за пределы. Для меня это уже достижение. Да, вот я Я слышу, с какой любовью ты вообще рассказываешь про свой бизнес. И вообще, готов ли ты продать? И даже если готов, то за какую сумму примерно хотя бы? Блин, это детище, это твой ребенок, ты его с самого начала делал, ты
Продать бизнес это надо только в крайнем случае, просто максимально крайний случай, который существует. Если, допустим, нужны деньги срочно, кто-то заболел, да, ты ему даешь. Или ты просто, тебе нужно переехать, ты не можешь находиться здесь. В других условиях я просто не представляю это. По поводу цифры, сколько бы стоил этот бизнес. Давай, мне интересно, назови сумму, я тебе скажу. Допустим, 100 миллионов рублей тебе предлагают. Готов ты продать за такую сумму? Так, 100 миллионов рублей, да? Ага, 100 миллионов рублей, если... Сейчас посчитаю просто. Вообще нет, да? Я знаю, через сколько времени я смогу это заработать. Понимаешь? То есть в перспективе, да, я получаю 100 миллионов рублей сейчас, и это круто, но потом нужно будет создавать что-то новое. А знаешь, 100 миллионов, хотя, алло. Реально, для меня это было бы сложно, опять же. Тут если необходимо было бы, пришлось бы, да, я продал бы. Но если нет необходимости, даже 100 миллионов мало. Просто мы знаем, насколько этот бизнес может приносить деньги. В перспективе, естественно, 100 миллионов, чтобы заработать, это нужно много лет работать. Это мы не о чистой прибыли, мы только об оборотке говорим. Но факт в том, что ты любишь свое дело, и это тяжело от него избавиться. Я надеюсь, не будет такого, что тебе придется... Да, потому что мы просто кайфуем от этого. Я, по крайней мере, люблю это. Я знаю одно. Заберите у меня все мои деньги, заберите у меня все, что у меня есть, все мое имущество, оставьте мне мои знания и мою команду, я создам этот бизнес еще круче, и у меня будет больше мотивации. Это сказал Генри Форд. Ну, я сегодня услышал, я про себя продумал, потому что знания и моя команда, в первую очередь знания, потому что они помогают тебе создать потом команду. И моя команда, мы создадим такой бизнес в любом месте, конкурентоспособный, за короткий период. Мои ребята готовы будут не работать, не зарабатывать там год, но они знают, что через год они будут зарабатывать очень большие деньги. То есть я могу пообещать им определенные суммы, сделать это. То есть мы реально сильный коллектив, который можем создать бизнес в любом месте. Даже если мы в Дубае откроемся, я тебе отвечаю, я был в январе в Дубае, смотрел, наш бизнес конкурентоспособен везде. Это круто. Мы везде конкурентоспособны. Поэтому у нас очень большие планы на будущее. Мы знаем, что иншаллах, с помощью Всевышнего, есть человек, который просто старается что-то сделать, он получит свое, он реально получит. Но человек, который сидит, диванный комментатор, ему отец все подогнал, все помогло, он также остается сидеть на диване и комментировать. А тут ребята реально, молодые ребята, перспективные, голодные, хотят работать, кушать. Кушать не в плане еды, а именно чего-то добиться в этой жизни, работают здесь и прям все кайфуют. Вообще причастность, знаешь, когда люди работают, первое из-за бренда, второе из-за команды и третье из-за денег. Тебя рекламировал Давидыч, я видел эту рекламу, насколько я знаю, она была бесплатная. Вообще, как это произошло и кто-то еще из знаменитостей тебя рекламировал? Хиза, Миллионник, да? Каграмана, Эс-Шип, Асхаб Тамаев, Першинбе. То есть у нас очень топовые люди в России рекламируют. Лепса мы костюм одевали. Да? Я получал очки от него, у меня были фирменные очки, Лепса, подарок. Я был в Сочи, мы ему подогнали костюм, за один день мы на такси специально пригнали отсюда туда, я его размер там выиграл на корпоративе, он потом в знак благодарности, что я выручил его за один день, ему нужен был костюм, я сказал, что я решу вопрос. Он подарил очки, у меня была коробка Лепса, очки Лепса, и потом в Турции мой брат их где-то потерял. Это была одна из самых бешеных потерь, но очки были, конечно, мощные, его фирменные, это просто бомба. Ну, то есть мы звезд действительно многих одевали. И Дом-2 очень многих. То есть есть люди, которые в медийной сфере, нам нужно было их одевать, мы их одевали. Про Давидыча. Он приехал в республику, ему нужен был костюм, нас порекомендовали ему. Я когда у него первые съемки были на автодроме, я поехал туда, сделал замеры ему. После того, как замеры сделали, мы потом сказали, то есть мы костюм шьем месяц. Не забываешь, да? Да, месяц. Конечно.
Мы этому человеку сшили костюм за 3 дня. Просто девочки пахали до 2 часов ночи. Мы снимали с него мерки несколько раз, человек больших габаритов. Да, конечно. И в итоге он посмотрел костюм, и он реально в шоке. Он говорит, мне, типа, реально я в шоке, ребята, это просто реклама. Такие сроки вряд ли кто-то... Такие сроки. И он в итоге на Бугатти, по-моему, на какой машине он рекламировался, последняя машина у него 3 дня, он был в республике. Да. На последней машине у него съемки в нашем костюме. Нас, я надеюсь, посмотрит большое количество молодых людей, которые, возможно, тебя знают и наблюдают за тобой. Что ты можешь им посоветовать, вообще, если они задумаются после этого интервью, что-то начать свое? Я, скорее всего, посоветую нашей молодежи и нашим предпринимателям постарайтесь полюбить то, чем вы занимаетесь, если вам это не нравится. Вот постарайтесь. Постарайтесь быть лучшим в этой сфере, потому что если вы станете лучшим в этой сфере, вы станете профессионалом своего дела. Когда вы станете профессионалом своего дела, вы после станете мастером своего дела. А мастера всегда нужны и всегда востребованы. Когда вот, допустим, просто элементарно детейлинг-центр, и пленку наклеили, и они берут 10-15 тысяч рублей. Да, вот я в Инстаграме видел часто. Почему так много? Типа за 15 минут он 10 тысяч рублей. Ты говоришь, он 7 лет потратил на обучение для того, чтобы за 15 минут вопрос твой решить, и 10 тысяч ты потратишь за его потраченное время. Вот тратьте это время с такой пользой, чтобы потом за короткий период, как мы, допустим, за 24 минуты одеваем человека, полностью образ, и он может пойти уже на свадьбу, за этот период, чтобы ваше время началось ценить, и деньги это является уже поощрением и уже одобрением вашего мастерства. Вот полюбите свою работу, станьте в этом мастером, а мастера всегда востребованы. Дерзайте, ребята, это был, если у нас получилось, у вас точно получится, иншаллах. Именно в окончании нашего интервью я возьму немножко одеяло на себя и хочу поблагодарить вообще телеканал Даймох онлайн о том, что мне действительно очень приятно, потому что во главе вас стоит Исаак Хаджимурадов, человек, который я действительно очень сильно уважаю, он большой пример для нас. И мы с ним когда-нибудь уже утреннюю пробежку сделаем. Он Салдов, я Салдов тоже. Реально, человек большой буквы. И я думаю, вы специалисты будете постепенно все лучше и лучше. Благодаря таким же руководителям у вас станет ваш канал не 66 тысяч, а уже через несколько месяцев 100 тысяч будет, иншаллах. Да. Поэтому работайте над своим контентом, делайте, продолжайте. И как я ранее говорил, мастера всегда востребованы. Будьте мастерами своего дела.